И охрану с Белого дома, он со своими ребятами охранял целую неделю Белый дом. Зорин Николай Кузьмич, делегат 28-го съезда КПСС, ну, это обо всем и говорит. Кто поставил, тем и подчинялся. И Ляскин Владимир Сергеевич, вот этот депутат от Ковылкинского электромеханического завода, это наш активист, вот в нашей демократической России, в нашей фракции он был очень активен, работал юрисконсультом электромеханического завода. Поэтому молодец, очень смелый, деятельный и умница. И Маров Григорий Аксенович, ну ничего не могу сказать, возглавлял объединение Мордовское по птицеводству, на сессиях не выступал. Я сидел впереди, а он, видно, где-то там сзади. Исаев Василий Петрович. Активный был член КПСС, был даже инструктор Ленинского райкома, Саранского горкома, зав. Промышленно-транспортным отделом Ленинского райкома и Саранского горкома КПСС. А с 1986 года был председателем Мордовского обкома профсоюзов работников связи. Мы имели близкие взгляды на жизнь, то есть он сторонник перестройки был, но, как говорится, по своим каналам от партийцев не мог далеко оторваться, и потом наши пути с ним разошлись. Исаев Владимир Владимирович, ну, этот молодой и боевой депутат был избран от тепловозоремонтного завода, работал начальником отдела внешней комплектации и кооперации. Проявил себя умным и смелым депутатом, и я его потом взял в правительство, он возглавлял комитет по внешнеэкономическим связям. Мы до сих пор еще с ним дружим. Исаева Раиса Ивановна, заслуженный работник текстильной и легкой промышленности Мордовской ССР, ничего не могу сказать, не видел и не слышал. Ишкина Татьяна Михайловна, доярка. Я вот посчитал, у нас десяток доярок там было. Калеткин Олег Петрович. Вот это очень значимая фигура того времени. Он был председатель Саранского горосполкома, а затем уже на излете первый секретарь горкома КПСС, зав. Отделом Совмина Мордовской Республики нашей. Вот. Орел, умный, но находился между двух огней. Я думаю, что он подспудно понимал, что нашей стране нужна перестройка и переход на рыночные рельсы, но особо многого сделать не смог, так как и в администрации города его там депутаты прокатили, он хотел стать, так сказать, предриком, вот, но не получилось. Но умный человек, уважаемый мною. Калинин Ким Михайлович. Вот. Мы с этим человеком часто сидели рядом на сессиях. Вот. Он тут был и слушатель Академии общественных наук при ЦК, зав. Отделом наград Президиум Верховного Совета СССР. С 1983 года министр жилищно-коммунального хозяйства. Вот. И умный человек, но очень осторожный, открыто свою позицию о поддержке нашей не мог выразить, но мы с ним, так сказать, находили общий язык. Каргин Иван Федорович. Ну, об этом человеке могу сказать только, что умница, профессор, но аполитичный. Выступал не так часто на сессии, но когда выступал, говорил по делу, потому что очень уважаемый человек, профессор. Качалова Антонина Ивановна. Вот, посмотрите, какая красавица. Подождите. Да. Подождите. Угу. С 1983 года директор Зубово-Полянского педагогического училища. Но, видно, команды не было выступать, поэтому я ее не слышал, не помню, чтобы она когда-то выступала. Кевбрин Борис Федорович. Это очень известный политик в нашей стране. Он долгое время был и потом еще депутатом, возглавлял длительное время наш кооперативный институт. Вот только недавно
При исполнении 70 лет ему он покинул эту должность, поскольку по положению уже не мог возглавлять. Мы с ним были в хороших приятельских отношениях, умный человек, вот, но орел, но поддержки у него было немного, он баллотировался даже там на пост председателя Верховного Совета, но поддержки там большой не получил. Киричок Петр Николаевич. Это очень известный тоже политик и журналист, но всю жизнь проработал, опять же, в том числе на излете КПСС, был зав. Отделом организационно-партийной работы Мордовского обкома КПСС. Поэтому мыслить по-другому, как только с красной стороны, он и не мог по-другому. Вот, поэтому мы с ним придерживались разных позиций, но мне кажется, он честный и порядочный человек. А орготделы кадрами занимались, да? Ну вот он был заведующий отделом пропаганды и агитации с 1988 года и потом заведующий идеологическим отделом Мордовского рескома КП РСФСР. То есть даже когда уже КПСС рухнула и многие верные ленинцы побежали из КПСС, то он остался еще и в той КПРФ, которую создавали уже после того, когда КПСС рушилась. Ну, активно сейчас, по-моему, преподает, он профессор, журналист. Кирсанов Геннадий Степанович, вот, награжден орденом Знак почета, начальник цеха завода резинотехники. Он тяготел к нам, поэтому во многих вопросах нашу позицию поддерживал, разумный человек. Климакина Ираида Александровна, к сожалению, ничего не могу сказать, она работала врачом в Торбееве, не выступала. Кожандова Татьяна Анатольевна, она с Атяшевского района, доярка. Кокин Вячеслав Михайлович. Вот с Вячеславом Михайловичем мы иногда тоже рядом сидели. Он депутат от Ордатова и был директор совхоза Ордатовский. Очень умный, грамотный хозяйственник. Иногда выступал, и идеи его были здравые. То есть этот человек, с кем можно было работать и в исполнительной власти, и в законодательной. Какнаев Валерий Николаевич. Это, можно сказать, мой студенческий товарищ. Мы с ним вместе в сборной университета играли по волейболу. Вот. Я был старостой группы, он был один из студентов той группы. Мы кончали в один год вот, физический факультет. Очень такой пробивной, настырный, упертый. Достиг высот хороших. Длительное время работает директором завода «Станкостроитель». Был депутатом, но не захотел пойти ко мне первым замом в правительство, поскольку, видно, чувствовал о том, что мы долго не продержимся. Я его приглашал тогда, но он говорит, а что я пойду, у меня зарплата в 3 раза больше на заводе. Калмыков Василий Васильевич, это с приборостроительного завода бригадир комплексной бригады. Ну, он лауреат государственной премии СССР 1983 года, поэтому и такие люди должны были быть по разнарядке КПСС. Вот он им и был. Ну, не видел я его выступающим ни по каким вопросам. Кольбов Анатолий Васильевич. Это известный партийный деятель, тоже бывший первый секретарь райкома, активно потом работал и в правительстве Бирюкова, и в правительстве Меркушкина. Но демократы были ему поперек горла, поэтому у нас общих точек соприкосновения не было. Коробов Виктор Матвеевич, это был замдиректора завода по коммерческим вопросам на Рузаевском заводе «Химмаш». Вот. Не видел, не слышал, какие его там мысли, не выступало. Крысин Евгений Иванович с Краснослободского завода «Промсвязь». То же самое, ничего не могу сказать, не выступал он. Кузьмин Владимир Васильевич. Это голосователь обкома партии. Как скажут, так и будет. Потому что
проработал всегда на руководящих должностях, был предриком Рузаевского райсовета народных депутатов, директор совхоза Ленина Рузаевского района. Кузьмин Петр Васильевич, это тоже бывший первый секретарь, полностью поддерживал обком партии. Кулагин Геннадий Федорович, тоже бывший первый секретарь, ставленник КПСС. Вот фигура крупная. Куняев Александр Трофимович, бывший первый секретарь, герой соцтруда. Ну, что я могу про него сказать? Во многих статьях, произведениях и книгах, трудах он фигурирует в деле Баринова Михаила Васильевича, который был незаконно осужден, а сын его отбывал наказание, даже реально, из-за чего потом Березина и сняли. То есть это мой личный враг. Ледяйкин Анатолий Дементьевич, всегдашний депутат, поскольку вот я смотрю, здесь он был депутатом еще с 7-го созыва, а это уже был тут 12-й созыв. Поэтому как партия прикажет, так и будет. Ликин Федор Васильевич. Спокойный, выжидательный. Вот. В свое время был первым секретарем Качкоровского райкома КПСС. Ну, здесь, думает, лучше отсидеться, поэтому не слышал, чтобы он выступал. Липасов Иван Петрович. Это с Дубенской больницы главврач Чеберчинской участковой больницы. Вот, тоже не проявил себя в качестве выступающих. Лобурева Мария Нефедовна нам симпатизировала, она была с завода силикатного кирпича с города Ковылкино, но мало контачили. Логинова Валентина Павловна, вот это один из ярых апологетов обкома партии, это лучший друг Березина, и я для нее самый злейший враг, и все демократы такие же. Лошкарев Александр Павлович, это тоже партийный деятель с Рузаевки. Как партия прикажет, так и будет. Лукьянов Виктор Григорьевич, он в то время был военным комиссаром Мордовии. Вот. Иногда выступал, ну, служивый человек. Чё ж, ему надо работать так, как партия прикажет. Лукшин Андрей Вячеславович, это мой соратник, мой друг по демократической России, молодец, умница и смелый человек. Он потом активно работал и на освобожденной должности в Государственном собрании, один из разработчиков Конституции Мордовии, ну, умный человек, хотя пришел с позиции секретаря партбюро, на Лисме работал. Макаркина Нина Александровна, она телефонистка больше Березняковского районного узла связи, но я не видел, чтобы она выступала. Марков Юрий Николаевич, это военный с Еваса, видно там как раз вот раньше, сейчас ФСИН, а раньше это было МВД, охрана всех этих заключенных, вот он, наверное, там и работал. На службе во внутренних войсках, вот он там и служил. Старший инструктор организационно-партийной работы. Ответ секретарь партийной комиссии. Ну, как обком партии прикажет, так и будет. Марочкин Михаил Федорович. Это главный инженер, начальник Ордатовской МПМК. Тоже не видел, не слышал. Москаев Геннадий Данилович. Вот. Это замдиректора по производству Кемлянского совхоза техникума. Этот человек разумный, во многом соглашался с нашей позицией, часто при голосовании даже поддерживал. Матвеев Кирилл Филимонович. Вот, к сожалению, ничего не могу сказать о нем. Он работал в колхозе имени Крупской и, не знаю, не выступал, по-моему, ни разу за 2 года, когда я там был. Матюнин Анатолий Егорович, фрезеровщик завода «Центролит». Вот, нам симпатизировал, но активности особой не проявлял. Матявин Александр Иванович,
был как руководитель, заместитель начальника линейного отдела внутренних дел на станции Рузаевка. А с 1987 года был начальник этого линейного отдела МВД. То есть крупный милиционер, но разумный человек, вам активно выступал по разным вопросам, там, и мы с ним поддерживали хорошие отношения. Машин Юрий Иванович, это бывший первый секретарь Ордатовского обкома, один из людей, которые фигурировали в известном хлопковом деле с Узбекистаном и с Ордатовской ватной фабрикой. Машков Юрий Иванович, это мой друг. Мы познакомились, когда стали депутатами. Он моложе меня даже был, главврач больницы скорой медицинской помощи, а у меня он уже работал министром здравоохранения. Мы до сих пор с ним дружим, умный человек, боевой. Медведев Александр Леонидович, еще один работяга. Это с телевизионного центра, активный член нашей фракции «Демократическая Россия», молодец. Милентьев Евгений Иванович, ну, это председатель Госкомитета по материально-техническому снабжению и так далее. Тут давний еще и депутат был несколько раз и работал в обкоме партии, то есть как партия прикажет, так и будет. А это молодой Николай Иванович Меркушкин. Вот. Он тогда был депутатом, своей там фракции не было и особым влиянием не обладал, но выступал часто по делу выступал. Надо отметить, что молодец, самый молодец из всех депутатов, который провел большую организаторскую работу и стал главой Республики Мордовия. Мигитко Александр Зосимович, значит, он возглавлял Трест-Саранск жилстрой, на сессиях не выступал. Мочелов Владимир Александрович. Ну, этот человек работал помощником мастера на саранской фабрике декоративных тканей, нам симпатизировал, но особой активности не проявлял. Наумкин Николай Трофимович, это друг Березина, первый секретарь, поэтому для него все демократы враги, а Гуслянников в первую очередь. Наумова Елизавета Ивановна, делегат 19-й Всесоюзной конференции КПСС, доярка, как положено. Никеров Петр Николаевич, ну, тоже зав. Отделом Мордовского обкома КПСС, первый секретарь Качкоровского райкома. Как партия прикажет, так и будет. Обманкин Василий Николаевич из пиво-безалкогольного комбината, начальник отдела. Сначала мы тесно сотрудничали, он даже был в нашей фракции «Демократическая Россия», а потом перекинулся на сторону Бирюкова. Палаев Николай Михайлович – это человек, который всю жизнь за КПСС. Пахомов Николай Иванович симпатизировал нам, он был формовщик ЖБК, вот, но активности особой не проявлял. Пахомов Петр Андреевич, вот про него ничего не могу сказать, он был бригадир комплексной бригады колхоза в Мельцанах, а вот на сессиях себя не проявлял. Полозов Алексей Николаевич, он нам симпатизировал, главный инженер хлебозавода номер 5, потом был начальник отдела кадров Министерства финансов Мордовской ССР, но поскольку у него определенная должность была открыта, он не мог высказывать позицию в поддержку нашу. Полторацкий Анатолий Николаевич, вот это очень такой известный хозяйственник, хоть и был первым секретарем, потом был Мордов Автодор возглавлял. Ну, умный хозяйственник, часто выступал и часто по делу. Прошкина Елена Семеновна, завтерапевтическим отделом Темниковской районной больницы, ну, по-моему, выступал, если очень мало, поэтому ничего особого не могу сказать. А это Пужаев Анатолий Сергеевич, можно сказать, мой друг,
хотя и работал тогда первым секретарем Инсарского райкома КПСС. Вот их там было 3 молодых секретаря райкома, вместе Бурканов, Пужаев, вот, которые пытались изнутри вести какие-то там пропагандистские работы в КПСС, но там много было таких сторонников КПСС и Березина лично, что их просто там придушили, они там ничего не могли решить. Ну, он смелый человек, умный, часто выступал. Разумова Любовь Константиновна, вот, она экономист птицефабрики «Октябрьская», ну, не запомнил я ее, чтобы она активность проявляла. А вот Раков Вадим Михайлович очень активный депутат был. Он был директором механического завода и активный депутат, один из самых активных промышленных генералов. То есть часто выступал по многим вопросам, и хотя там по позициям демократии мы не стыковались, я часто его поддерживал, потому что он разумный человек. Ратникова Таиса Васильевна, вот, этот человек работала овощеводом в совхозе Свердловский, она нам симпатизировала, хотя активность большой не проявляла. Репин Юрий Васильевич, это хозяйственник очень крепкий, хороший, он был директором электротехнического завода в Кадошкино и, по-моему, 40 лет директором и до сих пор. Вот, умница, хозяйственник. Ромашкина Нина Павловна, ничего не могу сказать, работа на Инсарском заводе «Неон», по-моему, ни разу не выступала. Рыбин Юрий Иванович, это активный человек. В конце перестройки он возглавлял, был первым секретарем Октябрьского райкома партии КПСС. Ну, а потом в дальнейшем он тут был и главой города Саранска. Умный, коммуникабельный коммунист, но примет любую власть, которая будет. Салимова Галина Ибрагимовна, она была директор кооперативного техникума, одно время очень плотно сотрудничала с нашей фракцией «Демократическая Россия», а потом несколько отдалилась, может быть, ей просто посоветовали, сказали, что ты там с демократами водишься. Самарова Валентина Никитична, ну, это самый известный строитель в нашей республике, многократный орденоносец, честный человек, но в политике совершенный ноль. Поэтому она, если и выступала, то, как вы не скажете, по той бумажке, которая даст обком партии, чтобы прочитать славу КПСС. Самохин Геннадий Михайлович, главный экономист Ордатовского светотехнического завода, производственного объединения «Лисма». Не запомнился он ничем, поэтому ничего не могу сказать. Санаев Валерий Матвеевич, ну, это председатель колхоза Родины Чалковского района, вот, ничем тоже не запомнился, ничего не могу сказать по его деятельности как депутата. Семиков Анатолий Иванович был председатель исполкома Темниковского райсовета, депутатов трудящихся, грамотный, умный человек и активный депутат, часто выступал, вот, но очень осторожный. Поэтому выступал с позиции поддержки позиции КПСС, поскольку он всегда там работал тесно с партией. Сергушкин Григорий Иванович, это был депутат от Атюрьевского районного совета, он председатель исполкома, а потом был зампредседателя по Атюрьевская. Вот. Такой красный по цвету, умный человек, но занимал выжидательную позицию во многом. Симонов Юрий Алексеевич, ну это первый секретарь, опять же, готов загрызть всех демократов, ну и, можно сказать, мой личный враг. Скопцов Виктор Александрович. Вот этот совершенно честный партиец, который затесался в те ряды и занимал видные посты, вот, но про него, я думаю, никто вообще в республике не может сказать какого-то плохого слова, он всегда
работал не покладая рук, но поскольку работал в той системе, он был красный до мозга костей, демократию он не любил, поскольку лучше управлять, когда сверху приказали. Слушкин Михаил Васильевич. Ну, это мой личный враг, поскольку он придумал тот анекдот, который десятилетиями гуляет по Мордовии, о том, что Гуслянников настолько тупой, что приказал сеять манку. Слушкин Михаил Яковлевич – это бывший профсоюзный начальник в нашей стране, это в нашей республике Мордовия, очень осторожный человек, про него ничего плохого сказать не могу, мягкий человек, но знал основное кредо – надо не высовываться. Спиридонов Николай Петрович. Это тракторист с колхоза в Большеигнатовском районе. Ничего не могу сказать, поскольку он не выступал. Спирин Александр Васильевич, кандидат медицинских наук, активный депутат был, очень много выступал, особенно по вопросам медицины. Вот, очень разумный. Когда мы даже там, когда образовывали фракцию «Демократическая Россия», он был рядом с нами, а потом перекинулся к тем властям, которые стали у руля. Сорокин Сергей Петрович, это служит на территории Рузаевского района, военнослужащий подполковник. Он особой активности не проявлял, поэтому ничего не могу про него сказать. Также и Степин Александр Иванович, который был электрогазосварщиком в Торбеевском линейном производственном управлении магистральных газопроводов. Он, может быть, нам и симпатизировал, но активности особой не было. Сторожев Николай Викторович. Это опять же из, можно сказать, номенклатуры партийной, ярый коммунист. В то время он возглавлял Мордовцемент. Очень серьезной организации, можно сказать, что это было бы возможность перевести на рыночные рельсы Мордовцемент, поскольку в 1992 году, когда приезжали китайские предприниматели, они готовы были бесплатно установить установку по фасовке цемента для того, чтобы можно было торговать за рубеж. У нас цемент-то ведь в вагоны просто насыпью наваливался, а за рубеж нельзя было поставлять неупакованный. А упаковывать у нас нечем было. И вот этот человек отказался от, можно сказать, от золотых яиц, которые нам снесла вот эта курочка-несушка. Стрижов Александр Евгеньевич, это тоже первый секретарь райкома, так же, как скажет партия, так и проголосует. Стрижова Валентина Евгеньевна, она работала сортировщицей и потом неосвобожденным секретарем цеховой партийной организации на полупроводниковом заводе. И активности большой не проявлял, ничего особого сказать не могу. А это Сарапятов Борис Евгеньевич, мой друг, работал директором школы номер 25 на Светотехстрое. Мы вместе образовывали фракцию «Демократическая Россия» и до сих пор дружим. Умный человек, работал он в Верховном Совете долгое время. Сысуев Борис Васильевич. Это осторожный коммунист, всю жизнь работал на должностях, был второй секретарь Саранского горкома, зав. Отделом торговли обкома партии, министр бытового обслуживания, очень осторожный человек. Тарасов Валентин Николаевич сейчас возглавляет общественную организацию ветеранов в нашей республике, а в то время он был первым секретарем Ленинского райкома партии. И я скажу, что это, наверное, самый честный из всех чиновников КПСС, которых я вообще где-то видел. Поэтому он и потом работал, и при любой власти работал активно. У меня он работал главным в госкомимуществе. Тимошкин Александр Петрович.
Это нужный винтик в КПСС, умный человек, осторожный, и работал при разных властях, и потом уже при Бирюкове. Василий Дмитриевич, вы говорите, главным в Госкомимуществе. Там же Меркушкин. Нет, это фонд имущества, а это Госкомимущество. А чем отличается? Отличается тем, что Госкомимущество подготавливает к продаже те или иные, к приватизации, к продаже все эти предприятия, а фонд имущества уже сам продает. А кто продает, значит, тот и в масле. Как вот мы по депутатам, которые ведали Дрожнюк, Башков там и прочее. Трусова Тамара Алексеевна, это известный врач-хирург в Ковылкинской больнице. Она стояла у истоков формирования нашей фракции, но потом потихонечку отошла к своему земляку Бирюкову. А так очень грамотный специалист, честный человек и активно выступал на сессиях, то есть активный депутат. Тюрина Майя Сергеевна. У нас была депутат Тюрина Тамара Васильевна в СССР, а это Тюрина Майя Сергеевна. Это доктор, врач из детской республиканской больницы, активный член нашей фракции «Демократическая Россия», замечательный человек, замечательный специалист. Тюркин Федор Захарович. Вот этот человек, который одно время возглавлял даже правительство после того, когда меня выкинули. Друг Бирюкова. Утешев Анатолий Александрович. Ну, это красный до мозга костей, ставленник обкома партии на очень важный пост. Он был редактором газеты «Советская Мордовия», который в нарушении всех законов и статуса депутата Мордовии отказывал мне в публикации. Хотя в законе о статусе депутата сказано, что имеет первоочередное право на публикации в газете. Ни одной статьи в газете «Советская Мордовия» в то время, когда был Утешев главным редактором, не было мною опубликовано. Друг Березина. Уткин Николай Александрович, тоже друг Березина, возглавлял всех коммунистов города Саранска. Можно сказать, дирижер душителей перестройки и демократии в городе Саранске. Учайкин Василий Семенович. Ну, про этого человека много я рассказывать не буду, о нем можно многое прочитать. Он фигурант был той справки, которую Горсовет издал эту справку. Он там фигурировал как незаконно получивший там лишнюю квартиру. И фигурировал он в деле о нападении на меня, там, где жена была его заказчиком. Ну и сами коммунисты города выразили ему недоверие, и он поэтому ушел в отставку с поста председателя правительства. Федосеев Валерий Владимирович, это учитель из Рузаевки, честный, боевой, смелый человек, который поплатился за то, что он поддержал меня и не поставил свою подпись под клеветнической справкой, которая говорила о том, что я коррупционер. И хотя Пензенская прокуратура сказала, что Гуслянников никакой не коррупционер и ни в чем он не виновен, в дальнейшем он оказался безработный, и я видел его здесь, он занимался строительными подрядами, то есть честный человек пострадал вот за правду. Селедкин Александр Фролович, это тоже медик из Чамзинского района, особой активности не проявлял, и я не помню, чтобы он выступал. Фокина Ирина Константиновна, вот, тоже ничем не запомнилась, она работала в управлении бытового обслуживания населения в городе Инсаре. Фролкин Александр Павлович, то же самое, ничем не запомнился и, наверное, ни разу не выступал. Хромушин Александр Павлович, это партийный деятель, известный в Ковылкинском районе, осторожный партиец КПСС. Хрестин Виктор Иванович, значит, тоже ничем не запомнился, рабочий Зубополянского ремонтно-технического предприятия. Ну, кто назначил его членом
Тот его и танцевал. депутатом, да. Кто, говорит, девушку ужинает, тот ее и танцует. Христофорова Раиса Андреевна, отличник службы быта, имеет орден Знак почета, Мордов, трикотаж, быт, вязальщица. Ну, не видел я, не слышал, как она выступает. Царев Борис Евгеньевич, первый секретарь райкома, тут, понятно, ставленник обкома. Цыганов Олег Александрович, это вот, наверное, один из самых молодых, родился в 70-м году, да, самый молодой был депутат, 20 лет ему. Он студент Мордовского университета, но не в пример тем студентам, которые были у нас зачинателями на митингах, например, Моресьев Валерий Валерьевич, он был активный студент и активный у нас митингующий, а это был депутатом. Цыганок Иван Семенович, это тоже известный человек, был первым секретарем Тенгушевского райкома КПСС перед Николаем Ивановичем Меркушкиным. Ну, активно выступал, но выступал-то все в основном против демократии, именно красный до мозга костей. Чеглаков Валерий Федорович, это известный журналист, который до сих пор редактирует уже более 30 лет газету «Маяк», очень умный журналист, смелый журналист, мы с ним контачили, он был так независимый, ни с кем особенно не конфликтовал, но умный человек, журналист. Василий Ильич, батарейка мигает, пожалуйста, прям в нескольких словах. Буквально Последний. все осталось чуть-чуть. Чекирин Николай Петрович, это осторожный коммунист. Чиндяскин Иван Иванович, он сейчас замминистра экономики, лучше вовремя промолчать, я думаю, это его кредо. Чинченков Валерий Иванович, это строитель, у него гонору было выше крыши, а выступать он часто выступал, но мне кажется, часто не по делу. Чуваткин Владимир Максимович, про этого человека ничего не могу сказать, где, чего, как. Шадрин Михаил Иванович, это капитан с военной базы, это был активный член нашей группы «Демократическая Россия». Шакиров Фарид Фаатович, это врач Сельниковской больницы, тоже ничего не могу сказать. Шалина Мария Васильевна, доярка. Шацков Виктор Александрович с Чамзинского района особой активности не проявлял. Мы его пытались привлечь на свою сторону, но он, видно, побаивался гнева. Швецов Валерий Николаевич, это человек, друг Бирюкова, который потом занял пост председателя Совета Министров. Шевченко Александр Петрович, это летчик. Он был у нас в нашей фракции Дема Россия, наш летун, можно сказать. Шустин Виктор Валентинович, это мой друг, который до сих пор мой друг, старший следователь по особо важным делам в милиции, активный депутат. Юдаков Геннадий Яковлевич был активный врач, начальник, главврач поликлиники номер 3, и потом уже стал он и министром соцзащиты. Якомаскин Николай Кузьмич, ничего не могу сказать, наверное, вряд ли он выступал. Ялышева Татьяна Васильевна, доярка. И Яушев Михаил Павлович, активный экономист в Чамзинском районе, он директор птицефабрики «Комсомольская», вот. Но производственник довольно серьезный, активный депутат, а к демократии отношения никакого не имел. Вот мы прошлись вкратце по всем депутатам, обо всех я вам рассказал. Василий Дмитриевич Гусляников, спасибо большое. Спасибо вам.